И снова в эфире ГТРК телепередача «Ахыт Хартаука. Истоки». Так получилось, что большая часть наших лекций относится к области истории. Здесь очень много белых пятен и многое еще не исследовано, поэтому нас ждут интересные открытия. Сегодня тема «Словесные архаические формы рефлексирования». Рефлексия в научной литературе понимается как способность человека к самоанализу, осмыслению и переосмыслению, которая стимулирует процессы самосознания. Рефлексия проявляет себя как механизм осмысления накопленного опыта. И сегодня мы будем говорить о такой системе, как современное абхазское общество в призме прошлого, настоящего и будущего. Тема социальной рефлексии в современной науке все больше приобретает актуальность, потому что мир меняется стремительно, и происходят такие процессы, которые очень трудно, на первый взгляд, сразу дать им оценку. И процессы эти охватили даже межцивилизационные, так сказать, потоки. И в этом отношении человеку кажется, что он потерялся и ищет самого себя. И как быть в такой ситуации, особенно малым народом, то есть тем, которые грозят многие, так сказать, грозят многие негативные последствия. Квициния Мзиана Багратовна, философ, историк, религиовед, кандидат философских наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран. Круг научных интересов – история религии, социальная философия, история Абхазии. Специализируется по вопросам глобализации и проблемам бытия малых народов, сущности этноидентичности, ментальности, социализации личности в условиях этнических конфликтов. Ведет курс лекций по истории мировых религий, истории мировой культуры, теории и методологии истории, специализированный курс лекций по истории России, самодержавие как исторический феномен России. Автор более 35 публикаций, среди которых 2 учебных издания «Ключ к истории Абхазии», «Введение в обществознание в соавторстве», учебное пособие для 8-9 классов. Публикуется в журналах «Вопросы философии», «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Малые народы подвергаются более критическому, можно сказать, подходу и со стороны других народов, более крупных. И в этом случае эти вызовы должны иметь адекватные ответы. И, конечно же, человек вынужден сосредоточить внимание не только не на самом себе, а и на тот окружающий мир, в котором он живет. Как интересно заметил французский философ Бодриар, человек становится сегодня своеобразным сомнамбулическим мутантом. Это такое изречение, которое фактически сводит к тому, что человек управляется извне. То есть создаются такие механизмы, которые давят на сознание человека, делают его просто игрушкой в планах и перспективах действий крупных, можно сказать, транснациональных корпораций. И правильно заметил другой философ, что речь идет о том, что человек эпохи компьютеров, видеоэлектроники, потребительского изобилия и живя в мировой деревне,
Это такое интересное выражение заметил канадский философ Маклюин. Глобальной деревней он назвал наше человечество. И вот в этой ситуации он уже не тот человек, который знает, что он хочет, то есть который может рассчитывать на свободу воли, рассчитывать на нахождение какой-либо истины в реальном мире. Он потерял самого себя. И поэтому сегодня и в философии, и в психологии, и в истории возникает вопрос не только саморефлексии, то есть задумывание о самом себе в индивидуальном плане, безусловно, но и о коллективной рефлексии. То есть, когда мы говорим о коллективной, мы имеем в виду этнорефлексию, например, применительно к нам. Что касается термина этнорефлексия, это довольно-таки новое понятие, которое только-только вводится в науку, которая называется этнология. И поэтому этнорефлексия подразумевает наличие коллективной исторической памяти и, соответственно, коллективных исторических воль. То есть память, она состоит из определенного исторического опыта, она включает этот опыт. И поэтому, как правильно утверждает немецкий философ Морис Хальбакс в очень такой интересной работе о коллективной памяти, как основы исторической памяти, что тот этнос, тот народ, который обладает живой историей, имеет будущее. Поэтому можно говорить о том, что есть такое понятие, есть живая история, есть история неживая. То есть неживая – это значит история, написанная в свидетельствах, в источниках, в артефактах, которую мы и постигаем и считаем, как берем в основу, кладем в основу нашей исторической науки. А живая история – это история отдельных личностей, это история людей, которые прожили ту или иную историческую ситуацию и могут в этой ситуации определить, что есть истина, дать оценку, то есть рефлексировать. И поэтому коллективная рефлексия, она не только охватывает умы и опыт прошлого, а коллективная рефлексия охватывает и настоящее. В этом смысле мы можем говорить о том, что не замечая того, что наш народ обладает уникальным свойством коллективной рефлексии, но эта рефлексия, она сопряжена с творчеством определенных исторических личностей, которых та или иная историческая эпоха вывела на арену этих событий. И в этом смысле такая связь раскрывает нам определенные образы, схемы. Мы историю изучаем, можно сказать, немного фрагментарно, но эта история живая и неживая, говоря условно, они сочетаются в нашей исторической памяти. И в этом смысле самыми такими историческими формами, которые нам дали бы ответы на многие вопросы, являются архаические формы рефлексирования. К ним относятся, безусловно, поговорки, пословицы, которые несут в себе такой смысл, конструкт, определяющий ту же самую рефлексивность этноса, его мудрость и его отношение к реалиям и, соответственно, его мировидение. В этом отношении мы ссылаемся на эти архаические формы, потому что, хотя
пословицы и поговорки, они являются областью не только философского, но и аксиологического, герменевтического, феноменологического, литературоведческого и других анализов. Но с точки зрения философии, если мы будем рассматривать эти архаические формы, которые в той или иной ситуации у нас в нашей речи иногда изобилуют, то перед нами раскрывается картина саморефлексии самого этноса. То есть мы определяем образ этноса. Очень интересно заметил Декарт. Он говорил: определите значение слов, и вы избавите человечество от половины его заблуждений. И вот имеющиеся заблуждения, в кавычках, по отношению, допустим, к абхазскому этносу, мы можем сегодня просветить, потому что именно архаические формы рефлексирования мы находим не только в пословицах, поговорках, выраженные в нардском эпосе, в абхазской литературе. И, конечно же, это богатство, оно указывает на глубокий духовный мир самого этноса. Пословица. Что такое пословица? Пословица – это краткое народное изречение. Это, можно сказать, мыслеобраз, который выражает то или иное отношение к определенному событию, к определенному факту. В этом отношении мы можем сказать само слово, если на абхазском сказать «ажапха», это понятие пословицы. «Ажапха» означает «отрезанное слово». Поговорка же – это «ажапца», то есть сломанное слово. Отрезанное слово, которое вбирает в себя вот тот концепт, который раскрывает суть изречения. И, конечно же, прав наш профессор, литературовед Вячеслав Бегуа в своем сочинении, очень интересном труде «Абхазский исторический роман», он пишет об этом. Он говорит: на Кавказе личностное и индивидуальное сознание больше соизмеряется с этническим, национальным самосознанием. Космополитическое отношение к жизни отвергается. Это, конечно, не означает подавление собственного «я», то есть подавление личностей. Наоборот, оно может еще больше сохраняться в таком сочетании. Человек не мыслит себя вне этноса. Вот тут как раз-таки мы говорим об единстве коллективного и индивидуального рефлексирования. И через что передается это рефлексирование? Безусловно, через язык. Язык – это действенный способ передачи исторического прошлого. Абхазы всегда дорожили словом и с большим вниманием относились к культуре речи. Об этом говорят такие народные пословицы, как «Атшепсыр адбетенхот», а уюдепсыр яжетенхот. То есть лошадь пойдет, поле останется, человек умрет, слово останется. Или «Ажак юхар афигот». Одно и то же слово два раза повторишь, провоняет. Или «Аую ибз ауюзихю». Язык человека – лекарство для человека. И так далее. Таких поговорок огромное количество, что свидетельствует о том, что абхазы всегда обращали внимание на культуру речи и на то, что человек говорит. Афористичная такая манера философствования у абхазов идет с глубокой древности, со времени бытования нардского эпоса. И вот мы сделали такую попытку проанализировать те самые изречения, которые мы наблюдаем в тексте нашего эпоса. И нашли очень интересные такие высказывания. Например, сегодня имеют хождение такие поговорки, как «героизм – порождение нартасосруа», а трусость – злых духов, или «от нартов мужество, от черта трусость». Или, например, «хоть будь ты девом, но без ума не будущего у тебя».
То есть это говорит один из героев эпоса, который сталкивается с Адау. Ну, мы знаем, это великан. Необузданная такая грубая сила великана, с которым приходится сражаться Нарта Сосрова, ярко контрастирует с умственной ограниченностью этого великана. И очень интересно, и также встречаются различные такие умозаключения сентенционного такого характера. Вот, например, разве сила и ловкость в одних усах? Излишняя красота очень вредна. Или нельзя поднимать на женщину руку, но выгнать негодную следует, и так далее. Последняя поговорка исходит из того случая, когда жены нартов решили погубить их сестру Гунду Прекрасную, и они были в этом разоблачены. В нартском эпосе используются такие поговорки, которые раскрывают удаль, мужество, отвагу и в знаке милосердия, понимания ситуации, многие другие позитивные качества древних абхазов. Пословицу, например, когда крестьянину приходит конец, он берет палку и исчезает, приводит предводитель врагов, вынужденный сдаться перед ультиматумом Нартакуна, видя безысходность ситуации, так как он уверен, если народ стоит перед выбором, погибнуть или сражаться, то он должен принять разумное, взвешенное решение. Что говорит Нарт-кун побежденному? Часто того, кто славу добывать идет, привозят навьюченным на осле. И это становится поговоркой. Или, например, не в меру ретивое сердце готово косить траву даже на море. Герой Алхуз, зять нартов, обращаясь к великану, похитившему Гунду Прекрасную, сестру нартов, приструнивая врага, говорит ему: «Хорошая собака и та не лает на женщину». То есть сегодня эта поговорка очень часто используется в быту. И поэтому указывает на то древнее отношение, можно сказать, к культу женщины у абхазов. Один из нартов, Башнух, следуя мудрой пословице «смейся даже с теми, кто над тобой смеется», вместе с братьями в ожидании младшего брата Сосрова, смеясь над ним, понимает, насколько незаконнорожденный его брат нужен им нартам в очередном походе против врага. Братья потешаются над братом, героем, чья слава растет с каждым днем. Смысл данной пословицы назидательный. Не стоит обострять еще более не складывающие отношения между родственниками, что сегодня тоже вполне актуально. Или вот состояние счастья в эпосе увязывается с добрыми делами, которые совершает Нарт Сосрова. Он спасает многих, и он спасает своих братьев от злобной ведьмы. И повествователь задается вопросом: разве герой из героев мог поступить иначе? Другая поговорка: горный лист может запросто повстречаться с прибрежным. Тоже предостерегает о том, что даже враги могут друг другу пригодиться. Вот тут есть один момент, который в буквальном смысле немного удивил. В русской речи есть такая поговорка назидательного характера: «Не в свои сани не садись». Аналогично поговорка в абхазском языке, и, видимо, она исторически древняя, так как встречается в нартском эпосе. Она гласит так: «Не в свою миску не лезь». А этот факт, эта поговорка, откуда идет? Ее использует волшебник, великан, оробщик, который спрятал Нарта Сосрова с конем в миску, чтобы спасти его от чудо-пахаря. Исходя из эпизода, можно судить, что первоначальное значение этого изречения буквальное. Лишь со временем оно приобретает совершенно иное значение.
Ну, нардские эпические сказания сегодня имеют, богаты пословицами, поговорками, имеют хождение. В них, безусловно, заключена историческая память народа, психология народа, важнейшее представление о жизненных ценностях этноса. Это о родине, о семье, о родителях, о детях, о труде, о войне, языке и так далее. То есть, можно сказать так, в целом в нардском эпосе, в пословицах и поговорках заключен весь познавательный опыт этноса, его образ жизни, в том числе морально-этические, психологические, эстетические, художественные ориентиры и идеалы. Ценностное ядро этих пословиц и поговорок – это архаические стереотипы и представления. И это и есть то суть, что вошла в Апсуара, то, что чисто абхазское, то, что чисто ментальное, и отражается в культуре речи, в повседневной жизни. Мы как-то не задумываемся над этим, но мы произносим эти поговорки и пословицы. Они очень удачно используются в абхазской литературе писателями. Почему? Потому, чтобы сохранить национальный дух и колорит народа. В советский период было создано множество пословиц и поговорок, которые переплелись с традиционными. Например, понятие «семья», «родина» ассоциировалось с советской страной и с коллективизмом, с победами в социалистическом строительстве. А у абхазов рефлексирование в наилучшей степени выражено в таких поговорках этого периода, которые выражают мудрость ума, значение опыта. Такие пословицы, как, например, «мудрость» – это ум, настоянный на аламусе, «мудрость ссоры рассудит», «мудрый хочет много познать, а глупый других поучать», указывают именно на это. Вот, например, если возьмем творчество Дмитрия Иосифовича Гулия. Гулия очень тщательно подбирал пословицы, он их использовал в своих трудах, в своих произведениях. Особенно изобилует пословицами и поговорками его знаменитый роман «Камайчич». И даже в стихотворениях мы находим использование этих поговорок. Это, например, стихотворение «Весна», «Вино греховно». Даже само название «Вино греховно» – это уже мини-поговорка, в котором есть особо важный конструкт – понимание отношения к вину, к чрезмерному употреблению, допустим, вина. Или «ум, учеба и сила». Есть такие стихи. Ум, учеба и сила. Соотношение этих понятий у Гулия, конечно же, обогащается тем, что у него интеллект связан с мудростью, а мудрость – это нечто такое, которое дается на основании повседневного и вообще исторического и повседневного опыта. И поэтому мудрый человек, он и без того интеллектуальный, но интеллект вырабатывается в познании, в учебе. И поэтому эти понятия у Гулия очень активно, как бы сказать, переплетаются. И вот есть такие поговорки «Зегергу яхо акацера ацгилшом», или «Амфера губзятахоп», или «Ауют пруэт ихшуй драрыла адуней дацасуэт». Человек парит умом и знанием держит мир. Очень актуальная поговорка на сегодня. «Ацга агялшом, абзия аяюет». Это вот мы буквально в смысле читаем в стихотворении «Вперед». Как можно, это надо обладать высоким искусством стихосложения, слова, чувством этнического самосознания, чтобы в стихах изложить поговорки. И еще в свое время поэт критиковал тех, кто увлекается разговорной, притом бездарной речью на иностранном языке. Сегодня сплошь и рядом мы с этим сталкиваемся. Вот такая поговорка, такая «Пснададзи да псу псышеки хашам дезпагёб». Родился в Абхазии, абхаз, ни слова абхазского не скажет, возгордясь. Это он пишет стихотворение «Что ж теперь мне не хватает?»
Ну, сегодня у многих что-то не хватает, и вот некоторые в буквальном смысле подходят под это определение. Ну, интересно то, что Гулия объединяет понятия хши, ум, разум, интеллект и мудрость. И интеллект у него осмысливается как способность учиться, познавать, адаптироваться. Мудрость у поэта выше учебы. Мудрость – это что-то данное вот в генетически, в познавательном, историческом опыте. Он пишет, это отражается в тех же поговорках. «Ахши ацарей бытезер нас иматохуб». То есть поэт считает, что без ума большая сила губит человека. «Хшида амшду ауют нархот». Понятно, что действительно мудрость, ум, интеллект сочетаются, придавая им такой общий смысл. Ахшу осхыру, ацара убрака еще круго. Ум – фундамент, учеба – его подтверждение. Ахшу апшемоб, ацара сосуп. Апшемоб – это означает, что мудрость, ум, мудрость – это то, что с человеком должно быть всю жизнь. Он указывает на то, что в традициях познания у абхазов интеллект и учеба взаимосвязаны, взаимообусловлены. Можно так это назвать, если говорить языком известных лингвистов Андерсона и Лакоффа, это кванты человеческого сознания. Можно их так и назвать. Пословицы и поговорки в литературе или в нардском эпосе, или в нашей повседневной жизни, они действительно кванты человеческого познания, они действительно кванты нашего сознания. И мудрость – это ум данной природой, соответственно, это способность, лежащая в основе сознательной разумной деятельности. Это опыт коллективного мудрствования. И вот мы тут подходим опять к тому, к способности человека к саморефлексированию. Если тут мы говорим, что это коллективное мудрствование, то это и есть коллективное рефлексирование. И в истории немало примеров, когда абхазский этнос коллективно рефлексировал и приходил к определенным, точным, правильным решениям. Иногда, конечно, на бессознательном уровне, то есть стихийно. И это выливалось последствиями очень негативными. Конечно же, на ум приходит Лыхнинское восстание, которое на бессознательном уровне, но это бессознательное, оно было основано восприятием той крестьянской, так называемой реформы, которую должны были проводить, и той мыслью, что теряется та структура власти в лице самого владетеля, потому что владетельство как форма самовыражения этноса была упразднена, это упразднение, и эти два фактора важных, они привели на подсознательном уровне вначале стихийно, но потом осознанно они вылились вот в Лыхнинское восстание. Его называют странным, просто я не могу понять, почему оно странное. Оно не странное, оно как раз-таки рефлексируемое событие, потому что в ходе восстания, как мы знаем, был создан совет из 4. Это руководство восстания, значит, определенные лица, которые брали на себя ответственность за происходящее, они были и соответственно, знали, к чему все это может привести, но выразить это нужно было вот в коллективном творчестве. Правда, мы имеем как следствие этого восстания, конечно же, махаджирство 1967 года. Но, опять-таки, мы говорим о том, что рефлексирование коллективное, оно и есть выражение сознательности самого этноса. В исторической памяти абхазов осталось много мудрых людей, которые
это рефлексирование поддерживали или выражали это рефлексирование, это приходили к Соломоновым решениям. Таковы, например, Жана Ачба, тот же Осман Шамба в этом восстании участвующий, это сказитель Маадан Сакани, Ашхангири Бжаня и многие другие. Следует заметить, что эта форма, ораторская форма рефлексии абхазов сегодня претерпела существенные изменения. За годы советской власти она приобрела такие типовые элементы выступления партфункционеров на партийных съездах, конференциях и прочих, хотя при этом сохранялась этническая форма построения речи. Сегодня эти речи произносятся в большинстве случаев на собраниях однопартийцев, клановых союзов, на митингах сторонников или противников власти и художественно бедны по структуре и по смысловой направленности. Исключением составляют поминальные речи, которые произносятся в день похорон усопшего. Обращаясь к истокам устного народного творчества, к произведениям Гуля, нужно сказать о том, что во всей этой литературе, во всем творчестве проявляется мудрость рефлексирования абхазского этноса. Сам в 1936 году Гуля писал: «Сейчас я пишу роман «Камачич» о жизни абхазской женщины. Эта тема мне близка. Меня привлекла жизнь народа, богатое устное народное творчество. Для меня важно было показать нелегкую судьбу абхазской женщины». И вот в этом смысле, если говорить, эти творчества, Гуля нужно здесь рассматривать как индивидуальную вершину, как указывал, обычно таких людей выделяют в философии и называют вершинами творчества. Один такой философ, как Шпет, ему принадлежит вот такая характеристика. Это Гуля, Джанба, Лакраба, Кагони, они творили в период творчества, пролетарского творчества, но при этом не забывали вот это свое ценностное ядро и отражалось это в их произведениях. Обратимся, допустим, тут незначительно к роману «Камачич». Там мы находим такие пословицы. Даже некоторые главы этого романа, они называются пословицами. «Мышки хыпо, шимши хыпот». Или «Ауско зиги чхорак рымоп». Всему наступает срок. Или «Ахсако ргу яхо, анцеги изыхацом». Это отношение женщине, и, сам Бог не может угодить. Или «Абхабзия, юджа пача бабсква дрпсоп». Хорошее потомство молодит родителей, а цибзия яб джахот. Или «Аую уала, ацла штала и гылоп». Дерево крепко корнями, а человек родством. И можно говорить о том, что все основные события романа окрашены в этнический фон, и эти традиции, которые мы находим в этом романе, и эти высказывания, мимолетные или там авторские, они указывают на богатство этнической речи и богатство этнического духа, этнического мира. В этом смысле современные абхазские писатели тоже активно используют в своих произведениях архаические формы рефлексии, такие как легенды, сказания, пословицы, поговорки. Примером тому является знаменитый роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Он буквально так и начинается: «Теряя родину, теряешь все». И понятное дело, что или возьмем другой роман, так сказать, «Рассеченный камень», в котором красной нитью проходит образ камня, связанного с сказанием абхазского Прометея Брыскили. Мы находим такие пословицы: «Не расскажешь начала, не увидишь конца». Сегодня очень часто эту пословицу, эту поговорку говорят и указывают любое начало выступления или, так сказать, рефлексирования у абхазов связано именно с этой пословицей.
И еще нужно сказать, что в шкале системы ценностей, отраженных в пословицах и поговорках, мы выделяем отношение абхазов к родине и народу. Вот относительно еще в нардском эпосе встречаются эти изречения. Например, «Дарбанзала кипсат гилбзи и бот и пщо тыпепш». Или «Атым ханаста у пацхай хайгуб», или «Апсадгилах амя зигре хайкячуб», или «Эшира афрахатша иртыпуб». Это современное, вроде бы соответствует нашей ситуации, но оно ведет начало с нардского эпоса. Или «Запсадгил судит зиге». То есть высокие идеалы, которые должны быть привиты, которых мы должны говорить подрастающему поколению, они находят свое отражение в нашей речи и, конечно же, в литературе. Особо хочется сказать относительно рефлексирования такого понятия, как чужбина. Атым Жвянадзаха вспоминается вот в этом смысле. Это далекая страна, это место ссылки, это земля изгнанника. И после того, как абхазский этнос пережил многие потоки махаджирства, можно говорить о том, что сохранились и сегодня в речи махаджиров, и в нашей с вами речи сохранились эти пословицы и поговорки. Амхаджирра рыбайка абсадгила заицот. И кости махаджиров по родине плачут. Или «Атымдгиладжи ахштарамца пхызны и убот». То есть на чужбине огонь родной апацхи снится. Или «Ухштара зыпсо уздырдзом». Уздыром «Атымдгиладжи унанаганза». Что стоит твой очаг, не знаешь, если лишь на чужбине познаешь. Апсадгил анлоб, атымдгил анпсоп. Это родина-мать, а чужая земля – мачеха. Острое такое ощущение неразделимости этноса от родного очага, то есть от Абхазии с древних времен сплачивала этнос в единое целое. Абхазы понимали, что даже горсточка родной земли – это большое богатство. Поэтому мы говорим, что рефлексирование даже на чужбине и то не прекращается. Вот эта коллективная память, она и сохранила нашим махаджирам и язык, и культуру, традиции. Благодаря этой способности, можно говорить, сегодня они могут быть единым целым с этносом, своим этносом. Рефлексирование также включает широкий спектр социальных отношений. Это характер ведения хозяйства, это скотоводство, земледелие или ремесла, образ жизни, это ценностное восприятие реальности. Например, вот такие интересные пословицы, как «тополь растет высоко, но плодов с него никто не видел». Это результат наблюдения этноса. Или свойства дерева, там, высота и отсутствие плодовитости, например. Они ассоциативны. Изначально в них заложен реальный смысл. Как это в русском языке «куй железо пока горячо», а потом уже действительно такая пословица могла появиться только в Железном веке, когда человек начал заниматься металлургией железа. Но вместе с тем, что интересно, в абхазской ментальности это тоже присутствует, но здесь абхаз говорит, что для него более практично. Он, если еврей сказал бы так: если не сегодня, то когда? То есть зачем откладывать то, что можно сделать сегодня? Русский менталитет сказал бы так: можно утро вечера мудренее. То есть в этих пословицах мы ощущаем то ментальное отношение этносов к определенным видам занятия, к образу жизни, к тому, что нужно. То есть такой элемент ответственности. Абхазы знали и знают цену земли не только как отчизну, которую определил им Бог, но и как фактор, дающий жизнь. Человека, кроме земли, ничего не насытит. А уют гиламзар акадар туам. Или нам то и тазхаз и замтаны йоит.
И в этом смысле все виды ремесла, даже и занятия, они тоже получают отражение вот в этих поговорках. Интересно, вот есть такая широко распространенная русская поговорка «барин-хозяин». Абхазы, выражаясь этой поговоркой, убеждены в том, что решение той или иной проблемы могут быть использованы разные подходы. Главное лицо – это гончар. Гончар приделывает ручку к кувшину там, где захочет. То есть «ахапшардзю эхита хуамайтот» – это мы говорим. Но изначально указывалось, что это действительно здесь идет речь о гончарном ремесле. Но на самом деле в переносном смысле это означает, что главное лицо гончар, он хозяин, он ведущий, он глава рода, общины, секретарь райкома, или это в советскую эпоху, или мэр города, начальник любого ранга. То есть рефлексия здесь связывается с историческим опытом, социальной установкой, которая выражает критическое отношение к бюрократии, к излишнему бюрократическому, как бы сказать, вмешательству, которое, к сожалению, в реальной и повседневной жизни мы наблюдаем. Итак, абхазские пословицы и поговорки содержат тот ценностный потенциал, который помогает человеку устоять в различных жизненных ситуациях, несут с собой оценочную нагрузку. И этнос выражает свое отношение к происходящему, чаще всего используя эти краткие изречения, эти мыслеобразы. И поэтому, когда они сказаны в нужное время, в определенный момент, они имеют больший эффект, нежели длинные речи, которые нудно и очень сложно иногда слушать. Пословицы и поговорки – это отражение исторической памяти. Они просто плоды народного творчества или умозрения. Они обладают уникальным идейно-познавательным значением. Они создают образы, различные схемы. И вот если мы можем это сохранить и в речи использовать, и эти ценностные ориентации передавать вместе с языком, то, конечно же, мы обогатим наше мировидение и, конечно же, и сохраним то наследие, которое нам дано историей. И поэтому рассмотрение социальной рефлексии с точки зрения историко-культурологического анализа позволяет определить особенности осмысления исторических реалий, в которых этнос оказывается с одной стороны, с другой стороны доказывает наличие исторических корней рефлексирования этноса, как на сознательном, так и на бессознательном уровне. И вот хочется в этом смысле немного сказать о том, что существует мнение о том, что участие интеллигенции, что нам, абхазам, чуждо мышление дискурсивное, саморефлексирование в европейском стиле. Иначе говоря, дух наш не привык погружаться в дебри бытия, осмысливать возможные пути и формы его самосовершенствования или заниматься культурно-историческим оформлением своего мироустройства. Я цитирую. «Удобным было бы для него оберегать и соблюдать вековые предписания своего мира, рассматривать его как нечто раз и навсегда данное». Отсутствие такого духа и мироощущения абхазов, на наш взгляд, равнозначно трансформации абхазского общества в ближайшей перспективе на 100-200 лет вперед в внешнее абхазское образование с утраченной идентичностью и симбиозной российско-европейской культурой, с чем, конечно же, мы не можем согласиться. Если с этим мы будем соглашаться, то это означает утрата той исторической рефлексии, которая присуща абхазскому этносу с древних времен до недавних военных обществ. Нельзя не согласиться с автором выше цитируемой фразы относительно того, что мы
вековые предписания рассматриваем, это для нас удобно. Можно сказать, что формы этих предписаний для нас удобны, потому что они этничны. Это сходы, это волеизъявление, специфическое волеизъявление, это участие старейшин, это проникновение мыслей, и это уважение к личности, ведущей личности. Соответственно, если мы откажемся от этих форм, вековых форм этнического рефлексирования, то, безусловно, мы утеряем ту ментальность, ту самобытность, которая нас отличает от других. А содержание оно меняется, содержание может обогащаться, может вливаться в это содержание новые, совершенно неприсущие, непредсказуемые для этносов события. И этнос этими формами должен быть готов дать ответ этим внешним вызовам. И вот тогда, когда этот ответ будет дан, тогда можно сказать, что этнос имеет будущее. И я уверена в том, что исходя из того, что было сказано, что коллективное рефлексирование абхазского этноса во главе с мудрствующим элементом в сфере, исходящей от интеллигентной элиты, от профессиональной элиты, от политической элиты, в союзе абхазский этнос может решить все те проблемы, которые навязываются извне, и которые, конечно же, должны решаться и изнутри. И поэтому следует сказать о том, что рефлексирование, оно дает возможность осознанию своего места в этом очень сложном мире. Спасибо за внимание. На протяжении всей своей истории абхазский народ всегда приходил к точным и правильным решениям. Отражение исторической памяти проявилось и в родном языке народа. И, как оказалось, именно рефлексирование дает осознание своего места в этом мире. А мы с вами прощаемся до следующей пятницы.